Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Либабский бай продолжает вгонять людей в кабалу. Он не дает им поливной воды и подталкивает покидать страну. В прошлом году Turkmen News опубликовал серию статей о незаконных действиях и феодальных замашках Хусниддина Базарова из села Избас Либабского вилаята. За проделками Базарова стояли два его брата, хаким и прокурорский работник. Тогда все трое остались безнаказанными и, судя по всему, лишь расхрабрились. А сам Хусниддин, которого местные жители называют не иначе как бай, похоже, и вовсе открыл новый сезон эксплуатации Дихкан. Теперь он не дает арендаторам необходимой для выращивания хлопчатника воды и разорил село настолько, что скоро в нем не останется жителей, они его покинут. Хусниддин Базаров – настоящий феодал. В селе Избас он захватил в личное пользование около 1200 гектаров плодородных земель. К тому же оставляет без оплаты арендаторов и наемных работников, в том числе малоимущие семьи белуджей из Марийского вилаята, и обманывает государство при сдаче урожая. Хусниддина поддерживает его родной брат, коррумпированный хаким Туркменабада Гуванч Базаров, который отправляет бюджетников на принудительный сбор хлопка на поля в Избазе. Их третий брат, прокурор в Либабском вилаяте Гафурджан Базаров, помогает обоим уходить от проверок и наказания. Источники в вилаяте сообщают, что после публикации Базаровы немного попритихли. Испугался даже Хусниддин, самый необузданный из братьев. Вероятно, хаким и прокурор убедили его вести себя поспокойнее ради общего блага. Бай даже заставил наемных чабанов перегнать его 11-тысячные отары овец в безлюдное место, подальше от нежелательных проверок, и на всякий случай пошел на хитрую уловку, предупредив работников. Мол, если кто-то начнет интересоваться овцами, то скажите, что они принадлежат племянникам. Очевидно, Хусниддин имел в виду Шамурата и Хаджимурата Реджеповых, племянников Гурбан-Гулы Берды-Мухамедова. Их бесчинства известны в стране всем, и настолько переходят границы, что даже президенту Сердару Берды-Мухамедову, их кузену, не удается положить им конец. На Базаровых не нашлось управы, гуванчи до сих пор не сняли с поста хакима, а овцы Хусниддина снова пасутся у всех на виду. Похоже, Хусниддин почувствовал, что в этой стране никто и никогда всерьез не займется проверкой указанных в публикациях фактов и не накажет его. Он вернулся к своим харамным делам, сообщил источник из Дянева. Сейчас Хусниддин бай с новой силой продает все и вся, тянет жилы из людей. Так, почувствовав безнаказанность, он первым делом продал здание, в котором в прежние годы размещалось правление Дихканского объединения. Впрочем, продает Хусниддин не только здание, но и самое необходимое для выращивания хлопка – воду. Сейчас настало время полива хлопчатника, а наш бай не дает арендаторам воды, жалуется источник. Ее можно получить только если заплатить Хусниддину, ведь не будет воды, не будет и урожая, значит и дохода у людей не будет, и сырья у государства. Источник сетует, что это Хусниддина абсолютно не волнует, его интересуют только деньги. Но иной раз даже за деньги воды для хлопчатника не удается у него добиться, всю ее выводят на поля с рисом. С этой культуры можно получить больше прибыли, поэтому Хусниддин принуждает арендаторов выращивать именно рис. Впрочем, бай контролирует буквально все ресурсы в селе, а не только воду. Если его овцам и коровам не хватает корма, он может приказать чабанам пасти их на пшеничных полях, хотя бы даже после жатвы. Недавно, по утверждению источника, в поле пригнали одну из его личных отар в 1700 голов. Зато если не его скот случайно выйдет за пределы индивидуального участка и окажется на скошенном пшеничном поле, то работники Базарова буквально похитят животных и отдадут хозяину только за выкуп. В селе Избас нет другой работы. Люди вынуждены выращивать хлопчатник, пшеницу, рис, джугару, маш, то есть фактически батрачить на Хусниддина. Тот не выплачивает им полной стоимости сданного сырья, облагает их произвольными штрафами, обманывает и вгоняет в итоге в долговую кабалу. Не все выдерживают этих условий, фактически современного рабства. У арендаторов, которые возмущаются, Базаров отбирает землю, другие сельчане сами бросают участки и стараются уехать из страны на заработки или найти другие источники дохода.
Бай уже безразлична потеря даже самого ценного ресурса – опытных работников. С помощью братьев он принуждает работать на брошенных участках бюджетников из Сиди и Туркменабада. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.